Развитие якутского кинематографа, интеграция его в российский кинематограф и развитие республиканского проката – вот самые основные и обсуждаемые темы круглого стола первого официального события первого якутского международного кинофестиваля. Насколько кино сегодня служит воспитанию современной молодежи и социальной адаптации и социализации личности? Насколько кино является способом трансляции культурных ценностей и норм поведения сегодня? Дальше, если говорить о кинофестивалях, собственно, как о событиях, насколько национальные фестивали являются инструментом развития культурного кода и идентичности нации? Проблема поддержки и продвижения фильмов народов России на федеральном уровне и на международном уровне. Но целый ряд вопросов, они относятся, собственно, ко многим народам, и их можно применить, на самом деле, к любому региону Российской Федерации. Сегодня, я думаю, что мы будем обсуждать не столько общие вопросы, сколько более точно попробуем сфокусироваться на том, как эти проблемы преломляются по отношению к республике. Мы с этого момента должны уже пристально и очень глубоко обращать внимание на нашу национальную основу. Национальные сценарии, значит, экранизация романов, фольклор и так далее. Дело не столько в экономике, столько в культуре и в искусстве, в сохранении нашей самобытной культуры. Когда мы говорим только о окупаемости проекта, нужно же просто знать еще и статистику. У нас в России за последние 10 лет выпущено около 1300 фильмов, из них только 60 фильмов окупилось, и то это комедии. В стране мы не можем только выпускать комедии. Слава Богу, у нас есть такие проекты компании «Детсад», которые сами выпускают, окупают. Это успех. Я считаю, это тоже очень верное направление. Искать не только коммерцию. Я знаю, что ребята очень талантливые, группа компаний «Детсад». Они могут сделать и на другую тему, как «Джектисас». И надо поступательно двигаться в этом направлении. Я считаю, что коммерческое кино – это кино, на которое ходит зритель. Значит, они хотят его смотреть. Значит, оно нужно. Я ни в коем случае не умаляю, да, нужно хорошее кино, именно национальное кино, оно необходимо. Там должны быть кинопоказы, но если это будет проходить в коммерческом кинотеатре, то оно должно иметь какой-то доход определенный. А вот что нужно фестивалю, чтобы он действительно жил и чем-то отличался от моря других фестивалей? Вы знаете, фестиваль – это концепция, оригинальная концепция, ноу-хау, которая позволяет сразу заявить о себе. Я думаю, что фестиваль появляется в счастливое время, когда мы говорим о феномене якутского кино, и к стыду своему должен сказать, что наша критика, по крайней мере, могу сказать о себе, совершенно не готова к тому, чтобы полноценно это обсуждать. Мы просто не в материале. То на каждом фестивале так или иначе люди знакомятся, общаются и находят друг друга. Но здесь, мне кажется, пора соединить три вещи, которые когда-то были едины у родоначальника нашего отечественного кинематографа Александра Ханжонкова: прокат, производство и потребление. Когда-то это принесло большой успех русскому кино. Сейчас я думаю, что как раз именно у вас в республике естественным путем, не механически воспроизводя некую традицию, а оригинально, но возникает тот же рецепт. И очень интересно посмотреть, насколько это применимо сегодня. Концепцией якутского международного кинофестиваля станет объединение стран, которые входят за полярный круг. Россия, Соединенные Штаты, Канада, Исландия, Норвегия. Что может быть общего между этими странами? Что может объединять их кинематограф? Какие темы затрагиваются? Об этом мы узнаем из программы кинофестиваля, которые в эти 4 дня будут показываться во всех кинотеатрах города. А подробнее о программе кинофестиваля вы можете узнать из сайта ektfilmfest.ru.